В пестроте парижских театральных вечеров все активнее и все многообразнее утверждается традиция советских гастролей. Не то что месяца, нет недели без выступлений советских художественных коллективов или солистов, без встреч советских и французских деятелей культуры. Афиши о советских гастролях. Они всегда зеленого цвета. Зеленые афиши. Четверть века назад организаторы первых выступлений советских артистов во Франции выбрали их как цвет надежды. Тогда французы мало что знали о нашем искусстве, и неизвестно было, как встретит публика посланцев советской страны. Шли годы, а цвет афиш не менялся. И теперь зеленые афиши стали для французов маяками в бесконечном афишном море. Зеленые афиши стали приметой неизменного успеха. Об этом говорит писатель Жорж Сорья, президент парижского агентства, которое вот уже 25 лет занимается гастролями советских артистов во Франции. Bien, nous avons eu des succès tout à fait considérables depuis des années et des années avec les grands collectifs soviétiques. Je ne veux citer ici que le Bolchoï, Moïseïев. Из года в год успех советских артистов во Франции огромный и неизменный, говорит Жорж Сорья. Успех всегда сопутствует Большому театру, ансамблю Моисеева, Ленинградскому балету, ансамблю Советской армии, ансамблю «Березка», Московскому цирку, драматическим театрам, не говоря уже о прославленных солистах, таких как пианист Рихтер, Гиллельс, великолепный Давид Ойстрах, которого французы никогда не забудут. Они очень важны, эти гастроли. Без них миллионы французов не смогли бы познакомиться с советским искусством, а советские люди с французским. С Жоржем Сорья мы беседовали перед началом вечера советской поэзии, на который парижан пригласили зеленые афиши. Mon rôle ce soir sera extrêmement modeste. Il consistera à vous présenter l'un après l'autre les poètes que nous allons entendre. Вел вечер известный французский режиссер и актер Антуан Витез. Он читал переводы стихов и представлял участников вечера. Константина Симонова, Роберта Рождественского, Булата Акуджаву, Размика Даваяна, Алжаса Сулейменова, Виталия Горотича, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко, Марка Сергеева. Первым читал стихи Симонов. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест
всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Эти стихи я читал в Париже когда-то 31 год назад, в 1946 году, на вечере литературном. Мы были вместе с Оренбургом, и когда на этом вечере рядом с нами сидел Морис Торрес. Так что осталось это в памяти. Ну, конечно, когда думаешь о советской поэзии и о Париже, вспоминаешь куда более значительные вещи, чем собственное чтение. Вспоминаешь Маяковского, конечно, который стоял всегда в начале у истоков всего. Он стоял у истоков общения французской и советской поэзии. Он здесь читал, он здесь выступал, он здесь боролся, спорил. А потом традиции Маяковского в 30-е годы здесь поездка была таких поэтов, как Сельвинский, Луговской, Кирсанов, Безыменский, которые потом много рассказывали об этой поездке, много стихов об этом. Ну, Тихонов здесь был, «Тень друга», его книга стихов, там очень много о Париже, о Франции. Ну, а потом, если дальше вспоминать, я вспоминаю послевоенные встречи здесь, в Париже, и там у нас в Москве, с Арагоном, с Элюаром, антология советской поэзии и русской поэзии 20 века, которую здесь сделала Эльза Триоле. А вот сейчас мы повезли антологию, пятитомную антологию, изданную у нас по инициативе движения за мир и безопасность в Европе. Антология 30 стран в переводах на русский язык и с параллельными текстами на русских, на языках этих стран, которые огромное место занимает французская поэзия. Но здесь был, например, вечер, посвященный 80-летию замечательного армянского поэта Ягише Чаренца, на который собралась огромная аудитория, армянская колония, и не только армянская колония в Париже, пришел прекрасный этот вечер. А в большом книжном магазине «ФНАК», знаменитом здесь, проходило собеседование вокруг только что вышедшей книги Аужаса Сулейменова, который, надо сказать, я имел огромное удовольствие слушать здесь, в Париже. Фас – высшее право в римском законодательстве. Фас эст – все дозволено. Римские полководцы посылали солдат на варварские города, вооружив их этим правом фас. Погружайте клыки, мир для вас, фас. На чужую жизнь и имущество нет запрета. Фас – это блеск суженных злобой глаз. Раз человеченье – это
и вспыхнули в Риме 20 века скрещенные молнией фразы «фас ист». Да, первый философ черной рубашки был лингвист. Наследство от предков ему достался варварский мир. Он был историк, он в черной рубахе, он против черного, он был истерик. Нам все дозволено, даже логика и аналогия, и право помнить, Ромулом скормленный, волчицей вскормленный, Ромул и Рем, и повторяются из века в вечность лбы их пологие и волчья серость, овечья бледность и бедный Рим. В любви не признаются на латыни, не ссорятся, не спорят на латыни. Когда здоровы были молодыми, а вас не говорили на латыни, латинским звуком вас не отпевали, латинским словом вас не обрекали, послушав пульс, врачи не говорили той фразы, что звучала в древнем Риме «фас эст». А это значит дело бренное. Ешь напоследок жирное и пряное, пей коньяки, не обращай, что больно, ты обречен, и значит все дозволено. Жизнь коротка, пока живешь фасист, пока не ляжешь на груди, скрестив худые кисти, облачайся в черное, гуляй, фашист. Но есть под Брестом, есть один окоп, избитый пулями багровый бруствер, залитый кровью фас веселых Пруссий, и мой незащищенный каской лоб, нерв обнажен, открыто сердце там, туда мои пути, дороги, тропы, и где б я ни был, я в окопе том, последний наш рубеж меня торопит. В Париже советские поэты не только выступали, но и обсуждали литературные дела со своими французскими коллегами. Этой встрече была посвящена специальная пресс-конференция. Советские и французские писатели единодушно пришли к выводам о желательности дальнейшего развития связей, об их полезности. Говорили об издании в Советском Союзе новой антологии французской поэзии, об ответном выступлении в Москве французских поэтов, о поездке писателей Франции по союзным советским республикам. Задумана книга о нашем многонациональном государстве. Переведи мене через Майдан, туди, де бджоли в гречці стогнуть глухо, де тиша набивається у вуха. Переведи мене через Майдан, переведи мене через Майдан, де всі сміються, плачуть і воюють, де часом і себе, і мене не чують. Переведи мене через Майдан. Միսրտամաշ կանչով օրորվելով անվերջ, հետևելով իրենց սարսափահար ներուն, սև ցուլերի նման մթին գիշերվա մեջ, վագոնները փութով իրար պոզահարում ու գնում են առաջ անիրական ձայնով, ասես պիտի կորչեն անհայտ այս աշխարհում, վագոններում նստած ուղևորներ անթիվ, իրենց առօրյական հոգսերի մեջ թաղված, կամ ծամում են երգեր, կամ խմում են գիմի, կան իրար են նայում հայացքներով շաղված. Гитара Гарсия Лорка. Одна струна, тетива, зазвеневшая из темноты. Вместо стрел в колчане слова, а когда захочу, цветы. А вторая струна, змея. Не отдергивайте руки. Это просто придумал я. Пусть боятся
мои враги. А четвертая в небе живет, а четвертая схожа с зарей. Это радуга, что плывет над моей бедной землей. Вместо пятой струны гроза. Поскорее друзей зови. Начинать без вина нельзя ни мелодии, ни любви. А была еще одна очень трепетная струна, но ее такие дела злая пуля оборвала. Знакомство с советской поэзией, с нашей культурой, с нашей страной, оно желанно для французов. Беседуем с виднейшим французским писателем, президентом Ганкуровской академии Эрвеном Базеном. Ce n'est pas d'hier qu'il y a une zone privilégiée entre la littérature soviétique. Не вчера возникли особые отношения между советской и французскими литературами, говорит Базен. Еще до образования советского государства были симпатии, привязанности между русскими и французскими литераторами. Из всех иностранных писателей, которые имели влияние на мое формирование, важнее всего русские писатели. Pour la poésie Pouchkine, évidemment, pour le roman Dostoïevski, Turgenev, Tolstoï, Tchekhov, que j'adore, Gorky. Как поэт, конечно, Пушкин. Как романисты, Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов, которого я обожаю, Горький. Это была моя писательская база. Когда я был молодым, то говорил: если бы я мог писать, как Чехов, и сейчас говорю, остаюсь учеником Чехова. Долгие годы, когда я уже стал не только читателем, но и писателем, я стремлюсь развивать контакты с современной советской литературой. И могу сказать, что я знаю большинство советских писателей. Встречал их либо здесь, в Париже, либо у вас. Я ведь уже совершил 7 поездок в Советский Союз и хорошо знаком с советской страной. Конечно, ездил не только, чтобы встречаться с писателями, но и чтобы лучше узнать вашу действительность, советский народ. Эти поездки наполнили меня радостью, обогатили познаниями, которые необходимы писателю. Писатель не может писать, если не знает, не чувствует, что происходит в мире. И особенно в мире, который так отличается от нашего, который является образом жизни, желанным и для других стран. Думаю, что с тех пор, как я посещаю Советский Союз, как я знаю советских писателей, я изменился. Я стал лучше. En-russe, c'est ярмарка. Ярмарка в Симбирске. Ярмарка в Симбирске. Ярмарка почище Гамбурга. Держи карман. Шарманки шамкают, а шали шаркают, и глотки гаркают. К нам, в руках приказчиков, подсказки, присказки, воздушные соболи, парчатишка, а глаз у пристава косится пристально, и на селедочке перчаточка, но та перчаточка в момент с улыбочкой взлетает рыбочкой под козырек, когда в пролеточке с какой-то цыпочкой и Кая катит кавьярный бог. И Богу нравится, как расступаются платки, треухи да картузы, и намалеваны икрою паюсной под носом дамочки блестят усы, а зазывалы ракочут басом.
торгуют юфтью, шевром, атласом, прокисшим квасом, протухшим мясом, пречистым спасом и графом Салиасом. Граф Салиас был писатель весьма популярный в кругах мелкой буржуазии до революции. После революции заслуженно забыт. И, продав свою картошку, дохвативши первача, баба ходит под гармошку, еле ноги волоча, и поет она, придерзостная, все захмелевая, шаль за кончики придерживая, будто молодая. Я была у Аки, ела я балаки, с виду золоченые, в слезоньках моченые. Евтушенко читает отрывок из поэмы «Братская ГЭС». Ярмарка тебя, Россия, в конец растрачивали и околпачивали в кабаках, но те, кто врали и одурачивали, еще останутся в дураках. Тебя, Россия, в конец опутывали, но не для рабства ты родилась. Россию Разина, Россию Пушкина, Россию Герцена не втопчут в грязь. Нет, ты, Россия, не баба пьяная, тебе страдальная дана судьба. Но если даже ты стонешь, падая, то подымаешь сама себя. Ярмарка, в России ярмарка, в России рай, а слез по край. Но будет мальчик, он снова явится и скажет праведная: вставай! В конце вечера советской поэзии интервью с ведущим Антуаном Витезом. Alors moi je pense qu'une soirée comme celle-ci est extrêmement intéressante pour le public français parce que ce qu'elle a montré au public français, je crois, en tout cas ce qu'elle m'a montré à moi-même finalement. Вечера, подобные этому, сказал Витез, очень интересны для французской публики. Они показывают, во всяком случае для меня, который был и участником, и зрителем одновременно, удивительное разнообразие советской поэзии и по содержанию, и по форме. Вечер открыл французам огромное сердце советской поэзии. Вам благодарю за этот вечер, потому что это вечер очень важный для взаимопонимания наших культур, наших народов. Антуан Витез, как вы слышали, говорит по-русски. Он изучал русский язык, готовясь к длительной поездке в Москву.
В Московском театре сатиры французский режиссер поставил мольеровского Тартюфа. Это стало привычным. Постановки спектаклей советскими мастерами во французских театрах и французскими в советских. Это одно из проявлений разнообразных культурных обменов наших стран. О них разговор с французским министром культуры Мишелем Дарнано. Je crois que ces échanges sont en plein développement. La coopération entre l'Union soviétique et la France Франко-советские культурные обмены, заявил министр, в полном развитии. Культурное сотрудничество между Советским Союзом и Францией важно не только для наших стран, но и для международной разрядки в целом, потому что контакты в области культуры – это составная часть политики взаимопонимания и согласия. Мы встречались с министром Дарнано в дни пребывания во Франции кандидата в члены Политбюро Центрального комитета КПСС, министра культуры Советского Союза товарища Демичева. Состоялись советско-французские переговоры о дальнейшем развитии культурных связей. Они касались театра, кино, живописи, книгоиздательства. Намечены планы новых гастролей, выставок, изданий. Мы вернулись на парижские улицы и снова встречаем зеленые афиши. В Париже Московский театр на Таганке. В гастрольном репертуаре «Мать» по роману Горького, «10 дней, которые потрясли мир» по книге американского журналиста Джона Рида, спектакль о Маяковском и «Гамлет» Шекспира. Спустившись по этой лестнице в театральное фойе, зрители сразу оказываются в атмосфере спектакля. Их встречают артисты, участники представления о 10 днях, которые потрясли мир, о нашем Великом Октябре. Французская печать отмечала пролетарскую направленность работ театра на Таганке, образность и страстность созданных на сцене картин революционной борьбы народа. В частности, историю Горьковской матери, прототипами которой явились сормовские рабочие. Я в родной стране, в них про радость и горе мне пели, но из песен одна в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Мы должны все знать. Нам нужно на все ответить честно и верно, знать всю правду, всю ложь, потому что мы социалисты. Паша, разве ты социалист? Да, что? Ой, так ли, Павлуша? Ведь они против царя, ведь они одного уже убили. Да нам этого не нужно, мать. Мы должны построить мостик через болото этой гниющей жизни к будущему царству доброты и сердечности. Вот наше дело, товарищи. Так иди же вперед, мой великий народ, разогни свою мощную спину и в родимых лесах подбери на врагов здоровее и крепче дубину. Парижане встречаются с советским искусством не только в театрах и концертных залах, а все чаще и у себя дома, на экранах телевизоров. И в этой области Советский Союз и Франция показывают пример общения государств с различным общественным строем. Новой формой культурных обменов стали телевизионные недели, в которых выступали руководители обеих стран. Обращаясь к телезрителям, Леонид Ильич Брежнев говорил:
Мы за то, чтобы интенсивность связей между народами наших стран неуклонно нарастала, а их формы становились все более разнообразными и плодотворными. Мы будем все больше и лучше знать друг друга, а это ведет к взаимопониманию, к доверию. Почти в одни и те же дни французы увидели по телевидению трансляцию оперы «Борис Годунов» из Большого театра, несколько советских кинофильмов и несколько передач с участием советских ученых и деятелей культуры. В передаче под названием «События» выступал главный редактор литературной газеты, писатель Александр Чаковский. Александр Борисович, французская пресса не обошла молчанием ваше выступление по телевидению. Наверное, это закономерно, потому что велик интерес во Франции к нашей советской действительности. И очень бы хотелось, чтобы вот вы познакомили наших советских телезрителей с теми проблемами, которые обсуждались по телевидению. С тем, что же больше всего и как интересовало ваших оппонентов в этом разговоре. Вообще же шла речь о том, как мы понимаем свободу. Я счел необходимым сказать, что я не мыслю себе концепции свободы без гарантий этой свободы. Я не мыслю себе понятие условий человеческого существования без осуществления реального права на труд, на отдых, на образование, на социальное обеспечение. Собственно, все то, как говорится, чем славен наш Советский Союз, чем славен весь мир социализма. Эта дискуссия телевизионная происходила в довольно сложной обстановке. Она происходила в обстановке, с одной стороны, огромного интереса французского народа к Советскому Союзу, к его конституции, и вместе с тем она проходила в условиях, ну, скажем, прямо, когда некоторые из органов французской печати пишут, к сожалению, о нашей жизни неправду. И людям было, конечно, интересно узнать из первоисточника, где же правда. Телевидение помогает народам и государствам, и странам понять друг друга лучше. Противоречия, связанные с разницей социальных систем, остаются. Идеологическая борьба неизбежна. Она проистекает вот из этого факта существования разных социальных систем на нашей планете. Но идеологическая борьба ни в какой мере не мешает дружеским, подлинно добрососедским отношениям и между государствами, и уж, конечно, между народами. Телевизионные вечера в Париже дополнили вечера советского кино. Целый месяц в одном из кинотеатров французской столицы показываются ленты советского кинематографа за 60 лет. От броненосца Потемкина Эйзенштейна до самых последних фильмов. Эту песню из нового фильма «Ключ без права передачи» парижане услышали в исполнении автора Булата Акуджавы. Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
давайте жить во всем, друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая такая. В рабочих кварталах Парижа у ворот Пантен есть огромный зал-павильон. Здесь проводят митинги, устраивают массовые представления. Мы в зале перед концертом сразу 300 советских артистов. Московский хор, ансамбль донских казаков, московский хореографический ансамбль, группа балета Большого театра, инструментальный ансамбль «Жалейка», солисты оперы и филармонии. Всех этих артистов объединил театрализованный концерт, приуроченный к 60-летию Октябрьской революции. Это замечательно, необычный спектакль. Лучше узнали историю России. Знаем французские революции, теперь и русские. Это было очень красиво. Je ne sais pas. C'était très vivant, très coloré, très joli. Мы очень рады, мы любим очень ваш артист.